Что такое торжество православия? Зачем нам нужны иконы и родительские субботы? Об этом и не только вы узнаете в программе «Дорога к храму». Сегодня особый день – День торжества православия. Этот праздник отмечают ежегодно по окончании первой недели Великого Поста. Он создан в память о том дне, когда православная церковь отвоевала право почитания икон и навсегда покончила с ересью иконоборчества. Исторически этот праздник восходит к эпохе Вселенских соборов, а точнее к окончании этой эпохи, конкретно к VII Вселенскому собору, который был в VIII веке. И как раз собор этот был создан против возникшей в то время ереси иконоборчества. Дело в том, что Византийская империя, став христианской, впитывает в себя множество других народов, язычников, со своими философскими воззрениями, школами, цельными системами. И христианство принимает в себя всех. И иудействующих, и народы с эллинистическими взглядами. И церковь полнится людьми совершенно разными, с разными мировоззрениями, с разными учениями. И это доставляет определенные проблемы для того, чтобы самосознание церкви стройно росло и стройно развивалось. Люди приходят со своими представлениями об изображениях в том числе. Мы помним о том, что в Ветхом Завете изображения были запрещены и, строго говоря, не употреблялись, так же, как и сегодня в современном исламе. Идея о том, что изображения святых отражают идолопоклонничество, быстро разрослась и распространилась по разным странам и заставила православную церковь пережить невиданные ранее гонения. В храмах не было икон, а истинно верующие люди отвоевывали право на создание изображений Иисуса Христа и Девы Марии и возможность молиться перед ними. В древности, конечно, очень много людей было просто безграмотных, которые не умели читать Евангелие, да и не было возможности книжку в руках держать. Соответственно, языком проповеди была икона. Но сейчас для многих она так остается, потому что бывает человек, как Господь говорит, «Пойди и видишь», в Евангелии сказано, «Пойди и увидишь, и посмотри, есть это Христос или нет». Один из апостолов другому будущему апостолу говорит, тот пришел, говорит, «Ты воистину Сын Божий». И вот нам часто бывает, надо просто увидеть. В течение более чем 100 лет христиане переживали лишения. Мощи святых и иконы изымались и предавались огню. Люди под страхом смерти спасали предметы почитания. Пойманных сажали в темницы или казнили. Главным аргументом иконоборцев, богословским аргументом, было то, что апостол Иоанн Богослов пишет в Евангелии: «Бога не видел никто нигде», забывая о том, что этот стих продолжается. Единородный Сын Божий явил Его в себе. То есть, вырывая из контекста эти слова, они говорят, что невозможно изобразить Бога, потому что Он невидим был. Но мы помним о том, что Бог приходит и является реальным участником истории человечества в лице Иисуса Христа. Поэтому и изображаем мы именно Его личность, ту, которую видели люди. Сегодня ни для кого и не секрет, и установленный факт о том, что такая личность, как Иисус Христос, это действительно историческая личность. Но для богословов важнее сказать и другое, что это личность Бога человеческая. И поэтому, изображая Иисуса Христа, мы изображаем не невидимую природу Бога, которую действительно невозможно изобразить. И мы не изображаем человеческую природу, когда бы мы стали человекопоклонниками. Мы изображаем личность, объединяющую в себе две природы – полноту божественной и полноту человеческой. Поэтому изображения действительно возможны, и они настолько важны были для церкви, для ее самосознания, что этим самым утверждалась подлинность Бога воплощения, пришествие Бога в наш мир. Особое влияние на установившуюся ситуацию оказывала развернувшаяся гражданская война Византии.
Во время властвования императрицы Ирины на Седьмом Вселенском соборе в 787 году отцами церкви было установлено решение о восстановлении почитания икон. Противостояние христиан и иконоборцев начало терять силу, но вспышки враждебности все еще происходили, не давая конфликту сойти на нет. Иконы не вернулись на положенные места, и люди все еще были в страхе. Православное предание хранит сообщение о том, что сама Дева Мария уже благословила иконописца апостола Луку, который совершил первое ее изображение. Можно ли изображать Бога? Казалось бы, вопрос не настолько серьезен, чтобы созвать целый собор, но история помнит, что почти 100 лет текла кровь христиан. Христиан гнали за изображение. И гнали уже не внешние враги, а эта распря происходила среди самих христиан. Эта ересь возникает в самой церкви. По разным причинам лилась кровь, по политическим, по каким-то еще дополнительным личным амбициям императоров. Но так или иначе, проблема была довольно серьезной. Для православных христиан, для почитателей икон, был принципиально важным вопрос отстоять возможность изображения Бога, Богородицы, ангелов и прочих святых. Православные говорили о том, что мы изображаем истинного Бога, явившегося в этот мир. И явление его в нашем мире было не призрачным, как об этом говорила ересь докетизма, например, что Бог действительно пришел в наш мир. Не какой-то космический закон или какая-то внешняя великая сила или еще что-то, а именно Бог как личность, которого мы видели здесь. Изменения возникли только после смерти императора Феофила 20 января 842 года и прихода к власти его жены, святой императрицы Феодоры, которая была истинной христианкой и отрицала иконоборческие взгляды мужа еще при его жизни. Перед смертью император Феофил отказался от своих убеждений. Верующих освободили из заточения и восстановили в должностях. В 843 году, в конце первой недели Великого Поста, императрица объявила иконоборчество ересью и провозгласила возвращение иконопочитания. Также предание гласит, что святая императрица Феодора во время своего выступления благодарила Бога за то, что он простил ее мужа, который натворил немало бед, пока боролся с неотступными верующими и уничтожал священные изображения. После торжественной части в соборе люди вышли на улицу, держа в руках иконы. Они шли вслед за императрицей, которая провела их по улицам Константинополя. После крестного хода иконы были возвращены на места в храмах и церквях, над воротами городов и дверьми домов. Приверженцам иконоборчества было сделано предложение принять почитание икон, либо оставить служение церкви. В середине IX века эти гонения полностью прекращаются, и императрица повелела провозгласить в церкви Святой Софии, в главном храме Константинополя, вот это торжественное богослужение для того, чтобы это событие вошло в историю. И действительно, в историю оно входит как событие, как праздник, который говорит о том, что все ереси, в то время волновавшие церковь, были преодолены тем или иным путем, скорбным, кровопролитным, со слезами о побежденных, но истина восторжествовала. И сегодня мы точно так же свидетельствуем в эти дни о том, что истина в любом случае торжествует в Церкви Христовой. Апостол Павел говорит, что Бог не бывает поругаем, и истина торжествует. Победа дала церкви право нести людям истинную веру и очищение, наставлять человека на правильный путь и действовать, следуя издревле устоявшимся предписаниям. А мы должны с благоговением особенным относиться к иконам, потому что тот образ, который мы видим, да, вот образ Богородицы, мы должны не само изображение как таковое написано, а вот образ тот, который
там присутствует. Да? Вот, смотря на образ, мы к первообразу восходим. Да? Ведь мы, когда смотрим на фотографию, мы же не вспоминаем не фотографию саму, а того человека, который на фотографии. Вот тут, когда мы смотрим на икону, мы своим мысленным взором возносимся к образу там, Божьей Матери, к образу Спасителя. Вот тут для нас вот этот момент, он очень важен, потому что мы сейчас не так достойно относимся к иконе, как можно было. Потому что для нас он настолько стал привычным, образ иконы, он настолько для нас стал доступен, и вот в этом для нас скрылась опасность. Мы очень стали просто к нему относиться. Когда я подхожу к иконе, прикладываюсь к иконе, вот, целую икону, вот, я именно это должен видеть, что к первому образу я прикладываюсь, к первому образу я прихожу. Доступность и легкость, она нас немножко меняет вот в сторону, что мы становимся такими не очень внимательными к этому. Нам приносят иконы совершенно изуродованные. Изуродованные просто так, там, не знаю, молотком там по ними стучали, или гвоздями там что-то делали там с такой, вся икона там истыкана, исцарапана или еще что-нибудь. И вот человек не думает, что он делает на самом деле. Он отрицает эту духовную сторону мира, которая хочет он этого или не хочет, она все равно будет присутствовать без его ведома, потому что это Господь так сделал, сотворил этот мир таким. Вот. И он не понимает, вот эти эксперименты разные вот эти происходят в жизни, вплоть до таких вот безумных. И мы же знаем, да, сколько времени прошло, там и храмы разрушали, и там костры просто горели из икон огромные. И люди думали тоже, что это все это придумано, что это неправда, это сказки, там еще что-то. И слава Богу, от своего безумия отвернулись, и вот это торжество духовного мира над безумием, торжество вот этого духа над материей, мы и как раз и празднуем. С того дня ежегодно проходят богослужения в память о знаменательном дне и святой императрице Феодории, сыгравшей особую роль в истории праздника торжество православия. Мы вот сейчас соцсетями пользуемся, там есть так называемые аватарки. Наше изображение, или, может быть, символическое наше изображение, или что-то мы свое настроение какой-то картиночкой, цветочком там выражаем. Так и здесь. Чтобы понять Бога, есть изображение Бога и святых Его. И, соответственно, к этому изображению мы с уважением относимся. Иконы мы уважаем, почитаем по-славянски, слово почитание, почтение, честь. А Бога не только уважаем, но Богу служим. Только Богу можно служить всем своим существом, принципами жизни, ресурсами, чтобы только Бог может быть главным мотивом, главной целью жизни. Икона – это своеобразное окно в духовный мир. Обращаясь с помощью иконы к образу своего святого покровителя, человек возносит молитву, отрешаясь от суетных материальных мыслей и совершая важную работу по становлению собственной веры. С первой недели Великого Поста начинается испытание силы Духа верующего, который ограничивает себя в благах и больше времени уделяет молитвам. Для каждого христианина этот день также важен и особенно относится к нему самому. Ведь очень часто мы говорим, что мы христиане, мы декларируем свое православие, свое христианское мировоззрение. И спустя первую неделю Великого Поста мы можем подвести некий итог своей жизни. Так христиане ли мы? И если мы сумели хотя бы отчасти
приобщиться вот этому ритму Великого Поста, сумели внутренне сосредоточиться, соприкоснулись с духовной дисциплиной, то мы можем сказать, что и мы в потоке православного торжества. Или пост, начавшийся, идет мимо нас. Тогда это свидетельство того, что торжествовать-то нам пока не о чем. Нам предстоит только начать и вступить, не теряя времени, в эти особые священные дни. Весь Великий пост похож на продолжение человеческой жизни. Есть предуготовительный период перед началом Великого Поста. Есть дни, ведущие нас к самому главному событию, к Пасхе. И не случайно зачастую дни Великого Поста сравнивают с неким путешествием длиною в целую жизнь, когда человек растет, развивается и приходит к самому главному, кульминационному дню, к Пасхе. Так и человеческая жизнь. Все мы идем через трудности, преодолеваем что-то в себе для того, чтобы достичь самого главного дня – встречи с воскресшим Христом. Дойти до конца пути поста, ревностно следуя всем предписаниям, стараясь вести жизнь достойного служителя Бога, и есть настоящее торжество православия для личности. В Бердской епархии на территории детского оздоровительно-образовательного комплекса «Уральские зори» прошел 5-й межепархиальный православный молодежный форум «Время выбрало нас», приуроченный ко Дню православной молодежи. Основной темой форума стала «Великая Победа. Наследие и наследники», посвященная 75-летию победы в Великой Отечественной войне. 5-й молодежный православный форум проводится по благословению преосвященнейшего епископа Спиридона, епископа Бирского и Белорецкого в соорганизации Уфимской, Словацкой, Нефтекамской и Магнитогорской епархии. Цель нашего форума – дать молодежи возможность вместе собраться, пообщаться на разные совершенно темы, в том числе, конечно, темы и духовного плана. Но главная цель, конечно, нашего форума в том, что мы собрались вспомнить 75-летие Великой Победы, поговорить о том подвиге, который принесли наши деды, прадеды, вспомнить об их подвиге, дать им память чести, отдать им за тот труд, который они вложили в эту победу. И об этом мы хотели поговорить даже с точки зрения нравственности, что такое война, и чтобы что сделать, чтобы этой войны больше не было. 9. Нужно было сказать 10. Мы считаем последовательно. В день заезда участников ждали игры на сплочение, представление делегаций, просмотр и обсуждение фильма с гостем форума, экспертом синодального отдела по делам молодежи, миссионером и иеромонахом Дмитрием Першиным. Продолжился молодежный форум спортивными мероприятиями и мастер-классами. Сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и Бог благословил их, и Бог сказал им: плодитесь и размножайтесь. Также участники форума приняли участие в панельной дискуссии на тему «Природа войны. Христианин на войне. Что мы можем сделать, чтобы война не повторилась?» А что такое война по сути? Это битва пеших больших политиков. То есть люди являются пешками. Да, которые руководят политики.
Это был очень честный, искренний разговор, это очень важно. И мы обсуждали действительно вот соотношение того опыта, который дает нам война Великая Отечественная, да, к нашей современной жизни, как мы можем этот опыт, тяжелые эти переживания, да, те подвиги, которые совершили наши предки, применить их сегодня. И понимая реалии нынешнего мира, многие ребята, говорили в основном они, очень хорошо было, что именно сами молодые ребята высказывались, пришли к пониманию того, что их развитие, их обучение, их знания, их способности – это их вклад в защиту своей Родины, в развитие ее. От их талантов очень сильно зависит, какой будет Россия в будущем. Это тот, наверное, основной вывод, к которому они пришли. И самое классное, действительно, что они очень открыто обо всем говорили. И большая замотивированность действительно двигаться вперед. В форуме приняли участие делегаты из Уфимской, Салаватской, Нефтекамской, Бирской и Магнитогорской епархий. Общим количеством более 190 человек. Память об усопших родных постоянно живет в сердцах близких. Для особого сохранения памяти об умерших в календаре православных праздников есть специальные дни, которые называются родительскими. Поминальные дни в календаре православных праздников – особая дата. Именно в эти дни родственники поминают тех, кто ушел из жизни. По древней церковной традиции, дни памяти усопших чаще всего проводятся в субботу, за исключением, например, Радоницы, отмечаемой через 9 дней после Пасхи, во вторник. Следует отметить, что даты родительских суббот ежегодно меняются в соответствии с подвижными церковными праздниками, которые, в свою очередь, связаны по сроку с Днем Православной Пасхи. В 2020 году отмечается 19 апреля. Мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистой Своей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, души от нас приставшихся рабов Своих, всех, где нами ныне поминаем, селение их святых сели, с праведными сопричтет и нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Великим постом не совершаются полные божественные литургии, кроме субботних и воскресных дней. Воскресные и субботние дни, они, в общем-то, не входят в число великопостных. Они считаются по уставу днями непостными, так как в них дозволяется вкушение пищи дважды в день. Конечно, это не значит, что мы нарушаем в эти дни пост. Мы также его сохраняем, но в число святой 4 десятницы, то есть 40 дней поста, они не входят. И эти дни праздничные, совершается полная литургия. В прочие же дни, по будням, литургия не совершается, а значит, не бывает проскомидии, не бывает вынимания частичек в память о христианах и погружения их в кровь Христова. Поэтому 2, 3 и 4 суббота Великого Поста – это субботы, посвященные поминовениям усопших. Это не родительские субботы в прямом смысле слова, а это дни, в которых возможно поминовение усопших, и поэтому их богослужение нарочито посвящено поминовениям тем христиан, которые уже оставили эту земную жизнь. Поэтому правильно будет каждую субботу перечисленную, 2, 3 и 4, быть в храме, есть возможность помолиться вновь и вновь о примирении своей совести перед Господом, а также о прощении и о примирении всех наших близких усопших. Память и молитва о наших усопших родных и друзьях – важная часть христианской веры. Всех, где нами ныне поминаем, селение их святых сели, с праведными сопричтет и нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь.